В столице Красноярского края завершил работу Всероссийский форум гостеприимства. Это ключевая площадка для диалога о развитии туриндустрии. Абхазская делегация принимала участие в форуме. Вице-премьер Вараздат Минасян возглавлял делегацию, и итоги первого визита подведем уже в разговоре. Вараздат Мелконович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как прошло мероприятие? Это первый визит абхазской делегации в Красноярский край. Расскажите, как все прошло? Я бы охарактеризовал очень положительно наш первый визит. На высоком уровне нас встретили. Все было очень с уважением, с почетом, как говорится, с большим вниманием, теплотой и заботой, даже так бы сказал. Вот нас, всю нашу делегацию встретили. Да, она была не маленькая, там 9 человек нас было. Я ее возглавлял, и на высоком уровне нас встретили. Мероприятие, я считаю, очень было важным, нужным для нас именно в нашей отрасли. Это тоже необходимо, так как Абхазия является туристической страной. Гостеприимство у нас тоже на первом плане, да, и именно этот форум гостеприимства очень важен для нас. Там я думаю, что и мои коллеги, делегация вся наша получила хороший опыт в этом направлении, увидели очень много интересного, полезного, и которое мы, естественно, будем в Абхазии тоже прорабатывать, применяя их опыт, перенимая. Будем здесь реализовывать и осуществлять под свои видения, именно реализуя это все. Об опыте Абхазии, о опыте Красноярского края и других участников речь на форуме, конечно же, шла. Но нам интересно, какие можно было бы налаживать отдельные, точечные связи между Абхазией и Красноярским краем, чем мы были бы для них интересны, чем они для нас интересны были бы в туристическом плане. Знаете как, в этом плане я вам, скажу, у меня была встреча с губернатором, Михаилом Михайловичем Катюковым. Первое, что мы расширяем свою географию. А Красноярск это считается центр России. И на мой взгляд, это для нас очень такая будет точка развития включительно. Мы субтропическая страна, климат, субтропический. В общении там, мы общаясь, конечно, туризм туризмом, но губернатор даже сам подчеркнул, говорит об экономическом развитии включительно тоже, Но есть что можно у них, приобрести, есть то, что можно нам поставлять. Но это уже отдельный разговор, предметный, это тоже будем мы обсуждать. Главное, что они к нам расположены, и готовы рассматривать наши предложения. Они нам сказали в открытую, что выходите с предложениями, мы будем обговаривать, рассматривать, и обсуждать, они готовы к сотрудничеству. И уверен в том, что наш визит, туда, он поспособствует укреплению нашего взаимного сотрудничества. Я считаю, что это очень важно для нас, для нашей республики. Именно, как говорится, так скажу, покорять Сибирь в каком-то направлении. В хорошем смысле расширение этого слова. географии полетов в будущем, следующий сезон летний, может быть, мы, перспектива? мы это обсуждали, этот вопрос даже первым поставили на повестке, это же не от нас только зависит, это есть как говорится, по полетам они будут это обсуждать, и первый вопрос этот стоял, чтобы красноярцы могли приезжать в Абхазию прямыми рейсами, на море. Естественно, это тоже будет для них, открытый, как говорится, прямой туристический поток, в Абхазию. Это, я думаю, что им интересно, конечно. И это мы обсуждали сейчас, без всяких там, не то, что там обещания, чтобы, это же его компании, надо с ними обсуждать там. Но они это включили в повестку, и первым вопросом это мы обсудили, чтобы именно были прямые рейсы в Абхазию с Красноярска. То есть вполне возможно, что в следующем сезоне еще одна точка вполне возможно, появится что будет прямого перелета. будет прямое авиасообщение. А там, если это будет прямое авиасообщение, есть определенные виды товаров, мы с кем там были на форуме, там
Алексей Валерьевич, вот директор института, что, да, там, кто основал институт гастрономии. С российской стороны вы имеете в виду? Да. И как бы есть там пару позиций, вот там они как рестораторы еще, да, он еще, там есть ресторанная группа Беллини, вот он там соучредитель тоже. И как бы там есть пару позиций, которые им интересны, которые у нас есть в Абхазии, как бы, да, что выращивается. И вот в этом плане тоже обсуждали. Ну, плюс Сибирь, вы сами понимаете, это богатый край, как бы, да, своей природой, там есть лес и все такое. Ну, есть какие-то интересные позиции, которые мы будем обсуждать с ними. Еще раз повторю, что очень важно, что они готовы с нами разговаривать, как говорят, и сотрудничать. Вот что важно. Ну и темы, которые звучали на форуме, например, про то, что сфера туризма и гостеприимства помогает удерживать молодежь в регионах. Для них регионы, для нас районы и села. Это тоже, мне кажется, интересный опыт, который Абхазия могла бы перенять. Вот в развитии этой темы, что интересного, на ваш взгляд, там было сказано, что мы могли бы перенять? Ну, знаете как, по поводу развития туризма, они вот как и мы тоже вот эти, знаете, туристические маршруты, да, и экотуризм тоже обсуждали как бы в этом направлении. Я вам говорю, очень много интересного мы там услышали. И, конечно, можно перенять это все. И плюс то, что они готовы принимать от нас, как бы, да, вот эту ту же среднюю линейку, да, то у нас есть, чтобы они там вот есть короткие обучения, вот повышение квалификации и прочее, тоже в этом направлении очень готовы поспособствовать тому, чтобы наши отсюда вот поехали туда, как бы, и вот получили тоже это образование короткое, которое для повышения квалификации. Это все мы обсуждали на самом деле, да, вот их идеи тоже есть очень интересные в плане направления, да, вот местного туризма, да. Мы, конечно, можем, ну, основное тоже было вот это туристические направления, как бы, да, маршруты, новые маршруты открывать там. У них в этом плане тоже природа богатая, там есть очень много маршрутов, которые они тоже для себя открыли и будут дальше открывать, чтобы именно местный туризм тоже развивался. Они в этом направлении тоже очень сильно работают. И у нас тоже есть что взять у них в пример для этого. И наши тоже там специалисты, которые были, тоже свое видение им рассказывали. Но это там представитель Минтуризма была с нашей стороны. Я думаю, что с ней тоже вам будет интересно пообщаться. Она более подробно вам об этом расскажет. Обязательно, обязательно будем об этом говорить. Ну и вообще в целом сам Да. форум был заточен на то, что как туризм помогает экономике, как туризм становится одним из драйверов экономики. Для абхазской экономики это, наверное, одна из важнейших отраслей, которая в конечном счете вообще и формирует наш бюджет, и от этого очень многое зависит. Вот создание в стране условий для развития вот такого нового вида экономики, где там высокий уровень сервиса. Кластера, да. И сервиса, да, об этом тоже отдельно говорили, как улучшить Это вот сервис, и за счет основное этого... это и было, честно говоря, именно вот Горенский, что я вам говорил, да, Александр Валерьевич, вот директор института, вот основной акцент, я так бы сказал, это вот на гостеприимстве был, на гастрономии, да, вот именно форум, они больше вот по гостеприимству, вот там он вроде было изначально озвучен как вот гастрономии, форум гастрономии, но потом они решили туда еще добавить гостеприимство, как бы туда включили. Вот это очень важно для нас. Вот сейчас там наши 7 студентов, да, учатся в этом институте. Как бы вот они тоже, да, на бесплатной основе, как бы это очень значимо для нас. Там конкретно вот обучают, как обслуживать, да, вот среднюю линейку. Там вот очень важно, чтобы наши рестораторы тоже там присутствовали. Понимаете, как вот там руководитель ресторана, допустим, да, должен быть управляющий, вернее, вот управляющий ресторанов, там должны быть шеф-повара, там вообще другие технологии, сейчас у них новейшее оборудование вот находится, вот именно вот обучают их по новым технологиям и на новом оборудовании. Для нас это очень важно. Я считаю, что мы должны обязательно там
присутствовать, да, и обучаться, потому что там вот этот институт, да, он единственный в России. Такой институт еще есть во Франции. Вообще у них там совместная, как бы, история с Францией. Это вот кто основал институт, там вот французские ихние коллеги, и вот я, насколько знаю, если я не ошибусь, там, по-моему, 24 студента получили и российский диплом, и французский диплом. Вот там вот такая вот история есть, как бы, у них. И Так они что это готовы с очень нами такой... этим опытом делиться, получается, и Да, вот этими да, да, наработками. готовы этим опытом делиться, еще и обучать, что наших студентов обучать, что наших рестораторов, ательеров. Вот я вот сейчас по количеству не буду говорить, но вот они до конца года там до 20 человек вот ждут от нас, управляющих рестораторов, там, ательеров, чтобы они какой-то тоже курс обучения прошли, а потом уже там шеф-повара, су-шефы, как бы, да, и вот средняя линейка тоже потом вот третьим этапом, как бы. Вот В цел- это, я считаю, очень важное направление для нас, как бы мы должны в этом участвовать, Но в целом мы на ведь мой взгляд. стремимся к круглогодичному туризму. Это Да, 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 позволит конечно, конечно, расширить конечно. наши возможности, а можем мы это сделать, и в том числе нам необходимо и сервис развивать. Без кадров это сделать невозможно. Обязательно, И мы потихоньку к обязательно. этой цели, получается, движемся таким образом. Да, обязательно, да. Мы тоже рассматриваем, как говорится, всесезонный туризм, да, нам он нужен, чтобы не только летом приезжали, но и весной, осенью, да, и зимой. Ну, это уже отдельная история, наверное, это все-таки санаторно-курортная отрасль нам нужно развивать, как бы, да, включительно, чтобы это все было. Вот что касается именно вот форума, который там проходил, нам нужно активнее в этом участвовать, потому что там они планируется вообще у них международный вот этот гастрофорум, где там будут представлены уже страны, там Казахстан, Азербайджан, Грузия, Армения, вот будут участвовать. И если мы к этому времени будем готовы, будем подготавливаться, да, активно как бы участвовать в учебе вот в этом процессе, то я думаю, что и Абхазию тоже могут включить даже вот в международный форум. Вот Это такое тоже было там озвучено, кстати. прекрасная идея. Но мы потихоньку тоже Да. движемся, да, к этой истории, потому что вот Конечно, школа конечно. для работников турсферы, для ательеров, уже при пансионате Айтар уже заработала в этом году, и там те, кто прошел первый этап, могли поехать в Турцию. Турция как передовая страна в плане туризма, гостеприимства, сферы туризма, Угу, может угу. многому научить. И вот наши специалисты, я пока не знаю по срокам, когда это будет, но должны были поехать и поучиться там. А если география этого образовательного проекта расширится, то прекрасно. Вот вы пример приводите, как в Красноярском крае помогают европейские страны, да, делятся опытом именно в сфере туризма, а этот опыт мы, в свою очередь, можем себе перенять, то это прекрасная возможность, конечно. А вот какие еще тренды озвучивали? Вы немного упомянули про гастротуризм. Это тоже одно из направлений, которое позволит нам расширить границы сезона в том числе. Конечно, конечно. То, что люди приезжают, да, за вкусной кухней, за какими-то там историями, связанными с виноделием, с цитрусовыми. Вокруг этого можно создавать индустрию. Обязательно. Вот что касается виноделия, кстати, знаете, вот мы, посещая один из ресторанов там на речном вокзале, и там есть летняя веранда, и там название вот на летней веранде кафе, да, «Зимний вечер в Гаграх». Ну, это из кинофильма. Вот там есть хозяин тайги ресторан, да, вот где Высоцкий, да. И вот там «Зимний вечер в Гаграх». И я спрашиваю, говорю, а вот вы, ну там, и, кстати, у них там были коктейли рица, пицунда, как бы. А я говорю, а вот абхазское вино у вас есть? Говорит, нету. Как бы, и вот мы в этом направлении тоже обсуждали, говорит, мы готовы, говорит, если, ну, вино, у нас же, слава богу, есть наши виноделы, наши местные качественные вино, кто делает из местного винограда, правильно? Они готовы тоже к таким предложениям, тоже, говорит, логистику будем изучать и
готовы наше вино тоже как бы покупать, брать его. То есть тут не только... Ягоды наши интересны им, как бы тоже, что у нас вот выращиваем ягоды, тоже интересно было. Вот там же еще и кондитеры были, да, вот рестораторы, кондитеры. Вот их тоже ягоды наши тоже им заинтересовали. Ну, это все в обсуждении. Знаете, я сейчас об этом не хочу так широко говорить, потому что, ну, надо обсуждать, надо высчитывать логистику, да, выгодно, невыгодно им, допустим. Но это им стало интересно. А В этом какие... плане тоже вот это тоже одно из точек развития будет для нас, что если мы нашу продукцию сможем там реализовать. Даже может вплоть до того, что получится, что вот откроем какой-нибудь магазин или что-нибудь. Ну, я так чуть сейчас да, вот дары Абхазии. Ну да, По небольшой поводу хотя бы побратимства рыночек, тоже да, какую-то часть Да. рынка, как бы Там какую-то нишу прилавочек, занять. грубо говоря, прилавочек вот наших, да, вот нашей продукции. Для Вино, большого... приправы, там, ну, все такое, как бы, аджика наша, правильно? Популярная, как бы, вот какую-то ту продукцию, которую здесь мы производим, собственно, вот тоже вынести вот на их рынок. Ну, для большого рынка, да, Красноярского края, может быть, это не так сильно заметно будет, но для наших производителей, которые найдут возможность экспортировать хоть часть своей продукции, это хороший стимул. Совершенно верно. Я вам говорю, вот это что ресторанная группа, да, я вам скажу, что вот их весь запрос с их ресторанов мы не сможем, конечно, осуществить, но пару ресторанов, я думаю, мы смогли бы снабжать, как бы. И... Ну, кстати, вот раз мы эту тему затронули, как выйти на рынок российский производителям, мы не раз эту тему отдельно обсуждали в нашей студии, и многие производители говорят о том, что сложно маленьким, да, производителям, небольшим предприятиям выходить на рынок, поэтому, может быть, какая-то кооперация возможна между производителями там похожей продукции, там кто-то голубику выращивает, кто-то цитрусовые, кто-то виноделы, может быть, как-то смогли бы объединиться, или вот есть какие-то вот такие, может быть, идеи, которые помогли бы в будущем? Есть идеи, есть на самом деле. Вот сейчас при Министерстве сельского хозяйства тоже хотим ассоциацию как бы фермеров. Это все есть в обсуждении. Я вот до поездки как бы обсуждал и с виноделами встречался, с нашими тоже вот были обсуждения. Ну, сейчас не по Красноярску мы, конечно, не обсуждали это, но в целом было это обсуждено. Но тут, смотрите, ключевое, что вот где мы сейчас, что мы были, да, в Красноярске, вот на форуме, тут вопрос не о рынках идет речь, а идет о ресторанах, правильно? Вот там, я думаю, что я там тоже обозначил то, что у нас не такие объемы, что вот мы можем прямо обеспечить, но еще раз говорю, да, вот там пару ресторанов, которые мы можем обеспечить, ну, я думаю, спокойно мы можем как бы это сделать. А там уже и будет для наших, да, сельскохозяйственников, кто занимается нашими производителями, у них тоже будет хорошее подспорье дальше развиваться и расширять и ассортимент, и количество своей продукции, как бы, да, если будет хорошая реализация. Так что я думаю, что это очень хорошо будет. А инвестиции Такой в подход экономику? Создаст вот устойчивую какую-то экономическую модель, скорее всего, да, выгодную обеим сторонам. Вот что очень важно. Это вот будет такое, я думаю, взаимодействие, такое взаимовыгодное. Ну и последнее про инвестиции, если говорить. Край богатый да, полезными ископаемыми, а вот инвестировать в абхазскую экономику, может быть, есть какие-то идеи в плане там развития туристической сферы, создания каких-то интересных проектов в Абхазии совместных? Ну, знаете как, я вот вам так скажу, что я как-то, ну, по поводу, опять-таки, да, чтобы летний сезон такой был круглогодичный, да, вот как вы говорите, всесезонный туризм. Ну, это санаторно-курортное нужно развивать. Я, ну, это тоже говорил, как бы, да, об этом. Ну, пока они как бы к такому не готовы, конечно, это все-таки крупный проект, да. Единственное, что вот на чем мы остановились, это на авиасообщениях, как бы, а потом уже, как говорится, спрос рождает предложение, да, там предложение рождает спрос, вернее. И уже в дальнейшем уже тоже будем обговаривать. Главное, что вот есть начало, как говорится, мы должны успешно развиваться и сотрудничать с ними. Они очень открыты, вообще жители Красноярска и Красноярского края очень такие, знаете, вот вроде климат суровый, да, вот думаешь, вот
сибиряки, а какие они. На самом деле очень теплые, добрые люди. Я так даже, знаете, как-то обозначил, говорю, климат холодный, но люди теплые. Люди теплые. Вот это мы все заметили, да. Но в И то, целом что это ведь... гастрономическая, да, столица, я говорю, это гастрономический рай Красноярск России. Край действительно Так что богат и есть над чем работать. месторождениями, и есть чем похвастаться. Но вообще Да, участие да, нашей да, да. делегации, это же не... И по лесу тоже, да, там есть момент. У них уголь есть, кстати, они уголь добывают. Потом вот этот красцвет металл, один из крупнейших в мире, да, по производительности драгоценных металлов, вот тоже в Красноярске находится. Ну да, Там цветные всякие цепи из и золота, редкие серебра, металлы. платины, как бы, да, тоже вот там производят. Мы там тоже, кстати, были, там тоже посетили мы. То есть форум – это возможность не только себя показать, но и посмотреть, что хорошо получается у других. Это не только, да, Красноярского края касается, но и других регионов, которые там были представлены. Конечно. Других Вот сейчас, гостей. знаете, как со всей России были, эксперты были, повара были на этом форуме. Там, я вам говорю, очень было интересно и познавательно. Дальше... И я думаю, что мы будем посещать это ежегодно. И плюс там, кстати, по направлению тоже культурной части то же самое. Они говорят, у нас вот тоже будут всякие фестивали, мы готовы вас тоже приглашать, наши танцевальные ансамбли и все такое. Как бы в этом направлении тоже проговорили такие моменты. Так что нас там рады видеть. Культурное сотрудничество вот тоже будем развивать, как я понимаю, и мы можем свою культуру и свои танцы. Культурное, спортивное, как бы все готовы они с нами сотрудничать. Если подытожить наш разговор, такие мероприятия, вообще участие в форумах, особенно форумов, которые касаются именно сферы гостеприимства, насколько они важны и будем ли мы дальше, да, активно участвовать? У нас, это я так скажу, что у нас есть острая необходимость в таких форумах, и наше присутствие там, я бы так сказал, обязательно. Мы должны развивать эту отрасль, мы должны развиваться в этом направлении, знаете, как очень ускоренными темпами, я бы так бы сказал. Потому что основной, вы знаете, да, понятно, мы туристическо-аграрная, но вот локомотив, да, нашего государства – это туристическая отрасль. И нам нужно ее развивать. Если коротко, одна из задач, да, один из трендов, который сейчас наиболее актуальны и подходят Абхазии, вот на чем надо сконцентрировать внимание вот нашей туристической отрасли, куда, в каком направлении, что сейчас особенно востребовано? Востребовано, что нам нужны гостиницы, правильно? Это востребовано. Естественно, хороший прием, жилье и плюс питание. Это вот что очень важно, да, турист не только должен чистым воздухом дышать, да, и, как говорится, в теплой постели, да, там, или в хорошем отеле ночевать, но и, естественно, вкусно покушать, чтобы его хорошо обслужили, чтобы сервис должен быть, это важно, когда как ты человека встречаешь, как его провожаешь, говорят, правильно, это же тоже очень важно. Вот как ты подача какая будет, да, на тот же стол, сервировка и все такое. Это все в совокупности вот одно и то же. Вот в этом направлении я считаю, что мы должны развиваться. Это глэмпинг, да, и все такое. Вот эти наши, кемпинги, что делают. Потом вот еще они по поводу, автомобильный туризм, тоже они об этом тоже затрагивали, что, да, вот люди на своих машинах, не обязательно, да, там в гостинице он должен там ночевать, да, но еще и вот этот автомобильный туризм тоже они это обсуждали, чтобы в палатках своих или в своих машинах там отдыхали, тоже разговаривали. Создавать. Но нам больше, конечно, я считаю, что это все-таки вот гостиничный бизнес нам нужно развивать. И плюс вкусно готовить. Мы знаете, я там тоже это обозначил, что да, у нас есть национальная кухня, своя, да, и традиционные блюда, да, вот основа нашего гостеприимства в этом, правильно заключается, но плюс, конечно, если мы будем расширять, нашу кухню и именно вот европейскую кухню, включительно там русскую кухню, да, вот и в этом направлении они нам очень сильно готовы помочь.
учитывая нашу ментальность, да, вот на нашу кухню национальную, они даже готовы вот дополнять нашу кухню вот какими-то своими моментами и направлениями. Вараздат Следующий этап, я Милконович. думаю, что мы вот в ближайшее время, скорее всего, свяжемся с нашими рестораторами, и все, что мы там увидели, услышали, да, вот поделимся с ними. Я думаю, что их это заинтересует, и они готовы будут поехать как бы туда и дальше вот развивать свою отрасль. Как-то так. Вараздат Милконович, ну вот наши традиции, наша кухня плюс современный сервис, как это делать, как это подавать. Если это все будет во взаимосвязи, естественно, наш туристический, да, вот этот кластер, наш потенциал, он сможет быть реализован. Большое спасибо, что поделились с нами опытом. Конечно. Всего вам доброго. Все. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. Всё. Спасибо. До свидания. До свидания. А нашим слушателям я напомню, это был вице-премьер Вараздат Минасян об участии абхазской делегации в Всероссийском форуме гостеприимства, который прошел в Красноярском крае.